Продолжаем наше путешествие по лучшим зоопаркам. Дорогие друзья, мы с вами приехали в Республику Крым. Это исконно российская земля и древняя сакральная область нашей планеты. Здесь богатейший растительный и животный мир, красивейшие горы, чудесное море. И, конечно, мы сейчас будем вести отсюда серию репортажей о наших любимых животных. Начало научному описанию фауны Крыма положил Карл Иванович Габлиц, выдающийся российский ученый, которого назначили первым вице-губернатором Крыма после присоединения Крыма к России еще в 1784 году. Тогда Карл Иванович составил список из 14 видов крымских млекопитающих. В этом списке не было, конечно, львов, но не потому, что его там и быть не могло. Ведь есть сведения, что еще в средние века эти хищники встречались на юге Европы, поднимаясь до 45-й параллели на север, который как раз пересекает Крым. Но, к сожалению, в Европе все львы давно уже были истреблены. Но сегодня у нас появилась возможность увидеть львов в крымской степи. Такое зрелище представляет парк львов «Тайган», где на огромной территории свободно разгуливает более 60 этих больших кошек. Директор парка Олег Зубков лично организует для посетителей настоящее сафари, в ходе которого можно не только наблюдать за львами из машины, но и подойти к ним, и даже погладить и пообщаться. А вот это лев, это настоящая звезда этого сафари, потому что этот был вожаком прайда. Один из последних годов, уже постарев немножко, он проиграл группе молодых львов. Они его подрали так, что он от этих ран почти умирал. И вот осмелился Олег, спасибо тебе, подошел к нему, вылечил его. И теперь он спокойно и мирно, уже, так сказать, как патриарх вместе с молодыми львами, ведет здесь мирную жизнь и дружит, конечно, со своим спасителем в первую очередь. В дикой природе на выручку таким престарелым львам, разумеется, никто не приходит. Поэтому там львы-самцы редко доживают до 10 лет. А вот в неволе могут прожить еще столько же. Да, мой хороший, Цезарь. Такое имя замечательное. Это настоящий лидер этого прайда. Но на самом деле тут у них сложные взаимоотношения после того, как лорд потерял свое первенство. Но все они здесь вместе, все они дружат более-менее друг с другом. Вот мы видим здесь лев, второй лев. А это тигр-лев Казимир. Вы посмотрите, у него это помесь львицы с тигром. Но больше всего все-таки оказался похож на льва, конечно. Материнское наследство оказалось более сильным. И вот эти вот львы, которые между собой все время выясняют, кто же из них хозяин прайда. Как известно, львы – социальные животные. Их семейная группа называется прайдом. Прайд может состоять исключительно из самок и их потомства, а может включать в себя одного или даже нескольких самцов. В последнем случае на самцов ложится очень опасная роль защиты границ прайда от других львов. Мощная конституция, полезная в поединках друг с другом, не позволяет им быть такими же быстрыми и ловкими, как самки, которые вдвое легче. К тому же, среди всех кошачьих у льва самое маленькое соотношение массы сердца и массы тела. Всего 0,5%. Из-за этого самцы невыносливы. Они способны только на короткие рывки за добычей. Ну а сейчас, друзья мои, начинается уникальное зрелище – кормление львов. Но это кормление идет в присутствии такого количества народа. Все смотрят. Полная безопасность на этом помосте. Помост очень прочный. И вот видите, падают куски мяса, и рядом с ними мы. Нас они за мясо не принимают. В Африке главным источником мяса для львов являются антилопы гну и зебры. Цари зверей, конечно, в состоянии убить и более крупные животные, но такие животные, в свою очередь, могут нанести им опасные травмы. Поэтому львы стараются не нападать даже на молодых жирафов, слонов или носорогов. Каждому льву ежедневно требуется от 5 до 8 килограммов мяса. Ну а насытившись, львы удаляются в тень на отдых. В это время им совершенно неинтересна потенциальная добыча.
А копытные, словно чувствуя это, не боятся пастись в непосредственной близости от этих свирепых хищников. Сытый лев, добрый лев.